Здравствуйте. Вечерний эфир на ТНВ продолжает программа «Вызов-112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем, при каких обстоятельствах в Альметьевске ученик умер на уроке физкультуры. Покажем, как столкновение с трактором отправило пассажира легковушки в Нижнекамске в кому. Пассажир получил открытую черепно-мозговую травму. А также в этом выпуске история водителя, который за 20 дней набрал 326 штрафов. Правила дорожного движения написано кровью. И поиск пострадавших от действий ижевского курьера-мошенника. Все это прямо сейчас. День жестянщика сегодня случился в Казани, его ждали в середине осени, а он наступил в конце, почти в начале календарной зимы. Утренний снег застал врасплох водителей, на дорогах образовался гололед, он спровоцировал ДТП в Казани, движение было затруднено настолько, что возникли 10-бальные пробки. Десятки столкновений стали причиной заторов. В Юдино автобус покатился по проезжей части, его развернуло поперек, и он протаранил несколько автомобилей. На Айвазовского произошло массовое ДТП. Авария с пострадавшими случилась на трассе Казань-Зеленодольск. Там развернула фуру, и она влетела в легковушку. Водители и пассажиры доставили в Зеленодольскую ЦРБ. Были участки, где большегрузы не смогли тронуться с места из-за ледяной корки на асфальте. Госавтоинспекция напоминает водителям, нужно ездить с учетом изменившихся погодных условий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего. В Альметьевском политехническом техникуме на уроке физкультуры во время разминки один из студентов потерял сознание. Педагоги вызвали скорую помощь, учащегося доставили в больницу, где он скончался. Следком будет выяснять причины трагедии. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время назначена судебная медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти молодого человека. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Пассажир Рено Логан впал в кому после столкновения с трактором в Нижнекамском районе Татарстана. За рулем иномарки находился 27-летний водитель. Они ехали по улице Чистопольская в сторону города. При выезде из села Большой Афанасов легковушка врезалась в прицеп трактора и отлетела. Удар пришелся в сторону переднего пассажирского сиденья. Здесь находился 58-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель не пострадал и остался на месте ДТП. Он признал свою вину и рассказал автоинспекторам, что не заметил трактор, потому что засмотрелся на телефон. Возвращаемся в Казань. «Опель» и «Лада Ларгус» не смогли разъехаться на проспекте Фатыха Амирхана. Как рассказали очевидцы, водитель отечественного автомобиля не хотел пропустить поворот на заправку и стал перестраиваться со средней полосы на крайнюю правую. Но по ней ехала автоледи за рулем иномарки, которая не ожидала такого резкого появления перед собой другого автомобиля. Люди в результате столкновения не пострадали. Просто по своей полосе ехала, он решил на заправку вывернуть с третьей полосы. Автоледи рассказала, спокойно ехала по крайней правой полосе по проспекту Фатыха Амирхана. Неожиданно для нее перед капотом появилась «Лада Ларгус». Она нажала на тормоз, но было уже поздно. Иномарка протаранила левую переднюю дверь отечественного автомобиля. Сама выйти на улицу со стороны водительской двери не смогла. Пришлось перелезать через пассажирскую. Второй участник свою вину не отрицал, но сообщил, что девушка тоже не права. Я с поворотником перестраивался со второго линии на первую, который за мной ехал все. Эта полоса пустая была. За этой машиной, которая меня пропустил, за этой машиной ехал и перестроился и ехал. С его слов, она могла бы и пропустить его, он же спешил. Однако, согласно правилам дорожного движения, при перестроении на другую полосу уступить дорогу должен был он сам. Автоинспекторы на месте оформили ДТП и убрали машины с места происшествия. Водителей же ждет детальный разбор в ГАИ. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Анвар Шерифуллин. Вызов-112. За 20 дней 326 штрафов набрал 22-летний водитель Ауди. Его задержали в Казани. Автоинспекторы о нем сообщили очевидцы. Они рассказали, что водитель иномарки на высокой скорости разъезжает по улицам. Выяснилось, что машину молодой человек поставил на учет всего 20 дней назад. И за этот короткий промежуток времени многократно успел попасть на камеры. Свою вину он признал, но не раскаялся. Вы понимаете, да, что нарушать не надо? Что правила дорожного движения написано кровью. Понимаю. Рискую своей жизнью.
Рыбаков на реках республики с каждым днем становится все больше. Можно ли выходить на лед, когда погода стоит переменчивая? Ночью минус 12, а днем плюс 2. Сегодня в Нижнекамске утром на водоем отправились рыбаки, а за ними сотрудники ГИМС. Предупреждают, выход на лед возможен, если его толщина более 7 сантиметров. Кататься на коньках безопасно при толщине более 12 сантиметров. Лед не прочен в устьях, притоках, над ключами и сточными водами. Первый снег и первая зимняя рыбалка. Василий Абзалуддинов пришел на реку после разведки. Был здесь вчера, замерял толщину льда. Сегодня вернулся со снастями. Чтобы не оказаться в воде, надо соблюдать главное правило, говорит он, быть трезвым. Его многолетний опыт показывает, с выпившими трагедий на воде больше. Сегодня к рыбакам вышли сотрудники ГИМС. Вам памятка на всякий случай, чтобы почитайте, ознакомьтесь. Хорошо, спасибо. Там экстренные телефоны есть, если какая-то беда случится с кем-то, чтобы позвонили. Пока проводят профилактическую беседу. Сегодня Самигул Салманов поймал 2 щуки и несколько окуней. Рыбак он с 10-летним стажем. Как относитесь к тем людям, которые рано выходят на лед? Это дело хозяйского, каждого. Жить не хочет, залезет. А вы сами не рискуете, вот проверяете, да? Обязательно. Я вот захожу, метр там бурю, рукой толщину проверяю, я всегда так. А бывало так, что нет, проваливались? Нет. Не было? Нет. Проваливаются только пьяные? Пьяные, да дураки. Толщина 9-10 сантиметров. Лед стоит уже плотно. Сотрудники ГИМС замерили толщину льда на озере Долгое. Здесь течения нет, поэтому водоем уже полностью покрылся коркой. 7-10 сантиметров считаются безопасными. Такой лед может выдержать вес взрослого, однако не удержит, если выйдут несколько человек. Если лед начинает трескаться, когда человек идет по льду, надо идти в обратную сторону, откуда он пришел, и выходить с этой территории. Если лед начал трескаться, значит там лед тонкий, он начинает хрустеть сразу. На озере Долгое уже есть те, кто пришел покататься на коньках или погонять шайбу. Но делать это можно не на всех водоемах республики. В ближайшие выходные инспекторы будут объезжать каждый объект и предупреждать отдыхающих об опасности тонкого льда. Светлана Кадырова, вызов 112. В Казани задержали 25-летнего курьера. Он приехал из Ижевска, и, как оказалось, его манили легкие деньги. Работа была несложная – быть на связи с жертвами, забирать у них деньги и переводить на счета преступников. Ему даже оплачивали такси и сняли жилье. До задержания он успел обмануть несколько пенсионеров. Молодого человека арестовали и отправили под стражу. Сейчас ему грозит реальное лишение свободы. Проходите. Он постоянно на связи с работодателями и жертвами. Вот видео с камер наблюдения. 25-летний житель Ижевска заходит к одной из обманутых, спустя короткий промежуток времени выходит из подъезда. Молодого человека задержали по горячим следам. Молодой человек рассказал, что в начале ноября в одной из социальных сетей нашел предложение о подработке. Связавшись с работодателем, узнал суть работы. В качестве курьера забирать деньги и перечислять их на указанные ему банковские карты. Прошел верификацию и стал ждать заявок. Через пару дней ему позвонили и сообщили, что необходимо поехать в Татарстан, так как в Удмуртии заявок нет. Злоумышленники даже оплатили ему такси и аренду жилья. Первой от его действий пострадала 79-летняя пенсионерка. Женщина рассказала полицейским, что ей позвонили с незнакомого номера и сообщили, родственник попал в беду. Напуганная бабушка не стала звонить близким и уточнять, так ли это на самом деле, и доверилась звонившему. Чтобы спасти родного человека, ей сказали отдать курьеру как можно больше денег. Она приготовила 350 тысяч рублей. Подозреваемый получил эту заявку от так называемых работодателей. Когда его проинструктировали, понял, что ввязался в преступную схему. Однако это его не остановило, так как он был в тяжелом финансовом положении. Забрал деньги у потерпевшей, оставил себе 10%, остальное отправил мошенникам. После этого отработал еще несколько заказов в Казани, Набережных Челнах и в Нижнекамске. В полицию поступили заявления от потерпевших. Ущерб более 750 тысяч рублей. Если вы узнали молодого человека и также передавали ему деньги, вас просят сообщить в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». МВД по Республике Татарстан предупреждает. Мошенники каждый день придумывают новые схемы обмана. Будьте бдительны, всегда проверяйте поступающую вам информацию. Мошенники чаще всего нанимают курьерами студентов и даже школьников. МВД предупреждает, за соучастие в преступной схеме их также привлекают к уголовной ответственности по статье «Мошенничество» и за неправомерный оборот денег. Рамиль Шайдуллин, Фисам Минязова, вызов 112. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.